Самовар. Всем привет, меня зовут Ильсина, я учусь в МГУ на втором курсе химического факультета. И сегодня мы на канале «Штаб татарской молодежи», и это рубрика «Самовар». Сегодня мы перечислим 10 мест, где знакомятся татары в Москве. Самовар. И первое место – это землячество. Землячество – это группа людей одной национальности, которые собираются вместе, они общаются, дискутируют на разные темы. Можно разговаривать и на татарском, и на русском, как вам удобнее. Это никого там не заставляют. Вы можете там петь разные татарские песни. Также там может быть что-нибудь из татарской национальной кухни. Чай с молоком, как любят татары, может быть с блюдечком. Самовар. Второе место – дом Асадуллаева. Это дом, который находится в Замоскворечье. Там проводятся разные мероприятия, концерты. Также там находится ансамбль татарского танца «Ильдан». Я была на мастер-классе недавно, мы там выучили татарские движения разные, нам показали их танцы, что-то из новенького, мне очень понравилось, прям так все энергично было, такая атмосфера, и там много было татар, и я познакомилась там с 4 девочками, и вот мы сейчас обменялись инстаграмами, и вот так вот происходит знакомство. Самовар. Третье место – полпредство Республики Татарстан в Москве. Это полпредство защищает интересы Татарстана, и оно собирает председателей землячеств и обсуждают разные актуальные темы, такие как, допустим, перепись населения, которая скоро будет. Готовьтесь. Обсуждают, дискутируют, общаются, знакомятся. Все, как вы любите, если вы нажали на это видео. Самовар. Четвертое место – «Татар-мафия». Всем известная игра «Мафия», и там играют и не только на русском, но и на татарском языке. Снимают отдельные кафе, лофт. Бывают также благотворительные игры, которые деньги идут на что-то хорошее. Приходите, играйте. Во время игры, конечно же, происходит какая-то дискуссия на тему того, кто же мафия. Там люди общаются, знакомятся и заводят новых друзей. Самовар. Пятое место – штаб татар. Это место, в котором собираются студенты, выпускники разных вузов, также общаются, обмениваются новой информацией, проводятся семинары-лекции, приходят разные спикеры, рассказывают о чем-то полезном, о чем-то интересном, могут проводить какие-то мини-игры. Вы придете, и вам тоже понравится. Самовар. Шестое место – Сабантуй. Все мы знаем про татарский национальный праздник Сабантуй. Он проводится также в Москве. Тут проходят разные концерты, конкурсы. Можно познакомиться с кем-то. Если вы пришли на Сабантуй, то у вас хорошее настроение, и вы знакомитесь с разными людьми. Можете увидеть каких-то татарских артистов, сфоткаться с ними, если вы какие-нибудь шустрые. Самовар. Седьмое место – это приложение для знакомств татар. Оно называется «Анаем». Скачивайте, регайтесь, заводите новые знакомства, выходите гулять с татарами, найдите свою вторую половинку или просто родственную душу. «Анаем» – это самое популярное приложение для знакомства татар, которое существует. Самовар. Восьмое место – Дни Татарстана в Москве. Это дни, когда проводятся разные мероприятия, устраиваются концерты с татарскими артистами, много людей, какая-то концертная программа. Скорее всего, там будет много татар, раз это Дни Татарстана. И там вы можете найти себе друзей. Я, конечно, посещу в следующем году. Самовар.
9 место – это форум «Мост. Москва-Татарстан». Там выступают разные спикеры, которые добились какого-то успеха в своей специальности и сейчас хотят поделиться информацией с другими. И если вам, наверное, что-то будет интересно, потому что там разные темы поднимаются. И там, мне кажется, легко найти знакомых, потому что вас заинтересовала какая-то общая тема, и значит, у вас уже есть что-то общее. Самовар. 10 место – это сообщество ВКонтакте «Татары и татарочки Москвы». Там публикуются разные посты, какие-то новости, связанные с Татарстаном. Также там есть что-то типа татарские мудрости. Иногда спрашивают перевод какого-то слова, чтобы вы могли себя проверить, не забыли вообще свой татарский язык. И также в комментариях можно познакомиться с кем-нибудь или лайкнуть кого-то. Вот так вот начинается у нас в 21 веке знакомство. Самовар. В заключение хочу сказать, что знакомиться с новыми людьми – это всегда приятно. Вы расширяете круг своего общения, расширяете, может быть, свой кругозор. И вообще приятно, когда вы куда-то приходите, а там уже есть знакомые ваши. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.